Привет, меня зовут Сергей Холькин, и я представляю факультет психологии. А еще я руководитель региональной общественной организации развития медицины, спорта и здоровья «Спортимед» Республики Башкортостан. И сегодня мы поговорим о профессиональном выгорании. Сегодня эта тема достаточно актуальная, и вот почему. Мы проводим на своей работе либо на учебе практически треть своей жизни, а если вычесть время, которое мы тратим на сон, то фактически полжизни. Поэтому очень важно понимать, что с вами происходит, является ли то, что вы чувствуете, профессиональным выгоранием, или это какое-то другое психологическое явление. Для начала давайте дадим определение этому явлению. Зачастую смешивают или путают два таких понятия, как профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание. На самом деле профессиональное выгорание – это часть эмоционального выгорания, та его составляющая, которая относится непосредственно к профессиональной деятельности. То есть это частный случай общего эмоционального выгорания. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, профессиональное выгорание имеет три признака. Первый – это физическое или мотивационное истощение. Второй – это снижение работоспособности. И третий – негативное отношение к своим профессиональным обязанностям, к сотрудникам либо клиентам. Если вы наблюдаете все эти три условия, и непременно все три, а не каждый из них по отдельности, то имеет смысл говорить, что существует вероятность того, что у вас есть профессиональное выгорание. Само определение звучит следующим образом. Профессиональное выгорание – это синдром, который случился в результате хронического стресса, который не был преодолен. Давайте отметим этот важный момент. Хронический стресс. У вас здесь уже была лекция на тему стресса, и я не буду долго об этом рассказывать, но уточню несколько моментов. Первый – это то, что стресс является естественной реакцией организма на изменение условий среды. То есть, попадая в какую-то новую ситуацию, нормально испытывать стрессовое состояние. Но когда это стрессовое состояние длится достаточно значительный промежуток времени, и организм не может к нему приспособиться, тогда наступает хроническая стадия. И здесь можно говорить о вероятности уже такого явления, как эмоциональное выгорание. Для контраста давайте разберем критерии идеальной работы. По некоторой психологической литературе выделяют следующие признаки. Первый. Вы компетентны в своей работе. Второй признак. Ваша работа приносит пользу людям. Третий признак. Коллектив готов вам помочь. Четвертый признак. Ваша зарплата справедлива. И пятый признак. Ваша работа вписывается в ваш образ жизни. Если у вас работа, которая отвечает всем этим пунктам, я вас поздравляю, вам очень повезло. Но зачастую это далеко не так. Разберем по пунктам те явления, которые характерны для выгорания. Итак, мотивационное или физическое истощение. Что это значит? Бывает, что человек приходит с определенными целями и желаниями на работу и с какими-то ожиданиями, но через какой-то промежуток времени он чувствует, что его мотивация снизилась, либо нагрузка настолько велика, что он физически ее не выдерживает. Ну, к примеру, человек приходит на учебу, на факультет психологии, с мечтой помочь всем людям, но через некоторое время понимает, что это невозможно, и теряет всякую мотивацию и интерес к учебе. В этом случае можно говорить о том, что он мотивационно истощен. Дальше. Снижение работоспособности. Фактически это следствие того же самого истощения. То есть если человек длительное время выполняет работу без должной мотивации,
и под большим, скажем так, уровнем нагрузки, то через некоторое время его работоспособность снижается и выполнение его профессиональных обязанностей ухудшается. И третий пункт – негативное отношение в коллективе, негативное отношение к клиентам, сотрудникам и стремление дистанцироваться от выполнения профессиональных обязанностей. Это тоже достаточно распространенное явление, когда отсутствует мотивация, когда человек физически истощен и когда у него нет сил, фактически нет желания работать. Так вот, что же можно сделать в этом случае, чтобы предотвратить подобные явления? То есть, если вы уже чувствуете, что что-то вас не устраивает в вашей профессиональной деятельности или в учебе, на что следует обратить внимание? Первое, о чем стоит поговорить, это внутренняя установка. Бывает, что человек приходит на работу с установкой, что работа должна приносить ему радость. Все мы видели эти знаменитые блоки ВКонтакте или в каких-то других социальных сетях, где написано, что если ты найдешь работу, которая будет тебе по душе, то ты не будешь работать ни дня своей жизни. На самом деле это большая редкость, и любая работа подразумевает наличие некого профессионального стресса. То есть стресс на работе, в принципе, это нормально. Это плата за те материальные блага, да, которые мы получаем в результате, скажем так, своей деятельности. Это необходимое условие. Другое дело, что если этот стресс чрезмерен, избыточен, хронический, и как бы он не может быть вами преодолен, в этом случае стоит говорить о негативных явлениях. Итак, первое – это ваша установка. Второе. Важно понимать, что есть соотношение требований и ресурсов. Другими словами, работодатель, либо ваш преподаватель выступает по отношению к вам с некоторыми требованиями, которые необходимы для выполнения работы, либо успешной учебы. Соответственно, есть ли у вас ресурсы для выполнения этих требований? Когда требования справедливы и ресурсы для выполнения этих требований у вас в наличии, все нормально, все в порядке. Когда требования завышены, а ресурсов не хватает, тогда начинаются проблемы. Соответственно, чтобы разделить вот эти понятия ресурсов, давайте сделаем несколько подпунктов. Первое – это рациональное явление. То есть вы должны знать о том, что с вами происходит, уметь отслеживать свои эмоциональные состояния и понимать вообще, что вы чувствуете, что вы испытываете. Потому что когда вы не понимаете, что с вами происходит, вам достаточно сложно этому противостоять, сложно с этим работать. Поэтому рациональное знание, рациональное понимание, осознание происходящего с вами – это очень важная вещь. Плюс сюда же можно отнести проработанную мотивацию. Другими словами, если вы устроились на очень важную, сложную, непростую и, скажем так, требующую больших затрат работу, но при этом она очень престижна, и вы к ней давно стремились, то вот эта вот внутренняя мотивация, которая привела вас к этой деятельности, она поможет вам преодолеть все эти трудности. Соответственно, если опять-таки трудности избыточны, а ресурсы недостаточны, то вы не сможете там долго продержаться. Следующий подпункт – это эмоциональное. То есть это те эмоциональные ресурсы, которыми вы обладаете для достижения целей своей деятельности, для выполнения тех требований, которые вам предъявляет работа или учеба. Сюда можно отнести то, насколько вы стрессоустойчивы, то, насколько вы способны вообще осознавать, оценивать свои эмоции, управлять ими. Здесь можно порекомендовать поработать с так называемой психогигиеной или психопрофилактикой. Сейчас достаточно много на эту тему и литературы, всевозможных тренингов, но только выбирайте, пожалуйста, профессиональных людей. И третий подпункт – это физическое. Сюда можно отнести то,
насколько вы обладаете силами, ну и каким-то физическим здоровьем для преодоления тех стрессовых ситуаций, которые возникают у вас на работе или в процессе учебы. Другими словами, наш организм устроен таким образом, что нагрузки физические и нагрузки эмоциональные и нагрузки интеллектуальные усваиваются им по одному и тому же принципу. Если вы приучили свой организм к режиму тренировки, когда существует нагрузка и существует отдых и восстановление, то точно так же ваш организм будет легче восстанавливаться и после эмоциональной нагрузки, и после нагрузки интеллектуальной. В заключение хотелось бы порекомендовать вам книги Андрея Владимировича Курпатова, который достаточно широко раскрыл все эти темы. Если вы чувствуете потребность в понимании того, что с вами происходит, в понимании тех процессов, которые приводят к эмоциональному выгоранию, то я вам рекомендую их к прочтению. И в заключение хотелось бы сказать, что наша региональная общественная организация в этом году выиграла грант главы города на проведение мероприятий для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций по профилактике профессионального выгорания. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете написать нам на электронную почту sportimed@mail.ru, и мы с удовольствием вам ответим. Благодарю всех за внимание и надеюсь, до скорых встреч. Спасибо.